Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В студии работает Полина Долинская. На календаре у нас 12 октября, среда. Никто не будет спорить, что от правильного начала в значительной степени зависит и финал любого дня. Поэтому очень важно с самого утра начать день так, чтобы все шло как по маслу. Ну, во-первых, выпейте стакан воды, отложите социальные сети, подумайте о чем-то хорошем, сделайте зарядку и начинайте утро вместе с нашей программой. Сегодня я и мои коллеги расскажем о том, как избежать травм в гололедицу. Говорим об уроках доброты и кому они полезны. Татьяна Кехтер расскажет, стоит ли принимать антибиотики. Познакомим вас с нерюнгринцем Алексеем Наумовым, который стал лучшим в образовании. А если у вас есть вопросы по Пушкинской карте, можете писать нам и задавать их в прямом эфире. В нашем эфире также мы поднимем тему национального проекта «Производительность труда». Наш гость Егор Петров расскажет о предстоящем мероприятии «Фабрика процессов». И как мы обещали, сегодня мы начнем разыгрывать абонемент в фитнес-клуб stylefit.ru. Следите внимательно за нашим эфиром. Для тех, кто хочет приобщиться к спорту, друзья, я напоминаю о том, что мы разыгрываем вот такой вот сертификат на групповые тренировки в данный фитнес-клуб. Все, что для этого нужно, вам нужно написать самую вескую причину, почему именно вы должны стать обладателем этого сертификата. Пишите нам в наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. К концу этой недели мы подведем итоги и узнаем, кто же начнет с понедельника менять свою жизнь к лучшему и пойдет на спорт. Ну а сейчас мы двигаемся далее, и пока мы спали, на Камчатке снова появились киты. Мы видим кадры из бухты Русской, где гиганты рассекают водную гладь. Горбатый кит еще называется веселым за свою страсть выпрыгивать из воды. Этот вид занесен в Красную книгу. Когда-то он был под угрозой уничтожения. Но сейчас можно видеть, что млекопитающие появились на Камчатке снова. И это не может не радовать. А тем временем в Санкт-Петербурге выпустят карту «Подорожник» с героями фильма «Брат». Транспортная карта будет посвящена 25-летию фильма Алексея Балабанова. За новой версией транспортной карты «Подорожник» изображают персонажей фильма Данилу Багрова и немца. Об этом сообщает сайт петербургского метрополитена. Новые карты начнут продавать в преддверии юбилея драмы 13 октября. И изделия будут выпущены в обращение в ограниченном тираже. Немного грустные новости. Актриса Анджела Лесбери, наиболее известная благодаря роли Джессики Флетчер из сериала «Она написала убийство», умерла в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщил журнал People со ссылкой на семью актрисы. Дети Анджелы сообщили, что их мать мирно умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Российскому телезрителю она наиболее известна как исполнительница главной роли в детективном сериале «Она написала убийство» в 90-х годах. Красивый презентационный ролик про реализацию проекта автобусной остановки по дизайн-коду поселка Айхал опубликовала художница Кедана Игнатьева. Видеоролик был снят для архитектурной премии ЭГЭ, проводимой Центром компетенции «Лето Якутии» и архитектурой Якутии. Давайте полюбуемся на этот ролик. Согласитесь, друзья, именно на такой остановке очень приятно ждать свой автобус. Кстати, сколько сегодня времени мы проведем на улице и какая температура за окном, давайте узнаем прямо сейчас. Информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 7-15 градусов со знаком минус. В заречной группе 2-5 мороза, в южных -1 в Нерюнгре, в Алдане -5. В Вилюйской группе от -1 до +3 этим днем, в Нижнеленских -5, -8, на западных -2 в Мирном и +4 в городе Ленске. В Колымо-Индигирской группе Улусов прохладно. 5-16 градусов со знаком минус.
В Янских 12-17 ниже 0, на северо-западе 1-4 мороза. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -4 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают день без осадков. Ветер юго-восточный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Также прогнозируется гололедица. Температура воздуха в течение дня -1, +1 градус. Ну и чем же еще запомнится этот день в истории, чьи именины сегодня мы будем отмечать, мы узнаем в рубрике «Даты и события». На календаре 12 октября и в этот день отмечают Всемирный день борьбы с артритом, День кадрового работника России, День испанского языка. В народном календаре этому дню покровительствует Феофан Милостливый. По звездам ночного неба гадали об осенней погоде. Блистающие яркие звезды обещали сухую осень, а о самом их сиянии говорили: «У нас под окошком полны репы лукошка». Приметы. Обычно тот день выдавался теплым, о чем говорили: «Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Когда дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку, ожидай сильных морозов. Соль в солонке отсыревает к дождю. Деревья в инии к солнечному дню. В этот день основан город Ереван. Первый Октоберфест в Мюнхене. В Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову. Первый пассажирский рейс на самолете Ту-104 по международной воздушной линии Москва-Прага. С космодрома Байконур запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Состоялся Лондонский парад Победы. В Сараево родился 6-миллиардный житель Земли. Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов. Родились в этот день Дмитрий Донской, князь Московский и великий князь Владимирский. Серж Бриньоли, швейцарский художник, скульптор, коллекционер. Григорий Кравченко, советский летчик-ас, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза. Лучиано Паваротти, итальянский оперный певец, лауреат премии Грэмми. Жасмин, российская певица, актриса. Паулина Андреева, российская актриса театра и кино. Мурат Гасиев, российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBF. Именины празднуют Феофан и Иван. Благотворительный фонд Харысхал приглашает пройти обучение тренеров «Уроки доброты» с 13 по 14 октября. Более подробно о проекте мы поговорим с руководителем инклюзивных проектов благотворительного фонда Харысхал Ниргуяной Поповой. Доброе утро, Ниргуян. Доброе утро. Ну, мы знаем, что это всероссийский проект. Вот расскажите о нем более подробно. Для кого он рассчитан, на кого нацелен? Уроки доброты мы проводим уже почти 10 лет. Это у нас совместный проект с московской организацией «Перспектива». Они приезжали и обучали наших тренеров первых, в том числе была я. Вот. И теперь мы каждый год, 2 раза в год проводим обучение новых тренеров уроков доброты. Это школьные занятия, направленные на воспитание толерантного отношения к людям с инвалидностью среди школьников. Занятия проходят в интерактивной форме, то есть мы показываем мультики, проводим обсуждения, проводим игры. И мы менять каждый раз формат, ищем новые подходы в проведении этих уроков, чтобы ребятам было интересно и актуально. Вот, и мы охотно делимся с нашим опытом, поэтому и в целях поделиться с нашими знаниями и в целях поиска новых тренеров уроков доброты мы проводим данное обучение. С какого возраста детям как раз-таки нужно начинать вводить в школьную программу или как дополнительное образование вот эти уроки доброты? Если раньше мы проводили только со 2 класса, когда ребенок уже осознанно подходит к этой теме, да, уже понимает, что люди разные, то теперь мы уже проводим даже с детского сада. То есть старшая группа, подготовительная группа детского сада, мы тоже к ним проходим и адаптируем наши уроки к их возрасту. То есть чем раньше, тем лучше? Да, тем раньше, тем лучше, потому что сейчас дети очень осознанные, все понимают, и чем раньше мы начнем говорить об этом, то, что мы все разные, но равные, то мы воспитаем толерантное поколение.
Вы обучаете тренеров, которые потом в дальнейшем будут проводить дополнительные уроки, чтобы охватить наибольшее количество как раз-таки вот этих дошкольных образований, в школах проводить. А по каким критериям отбираются? Это может быть каждый человек или должны быть еще какие-то определенные требования, чтобы вот это образование получить, пройти эти курсы? Может быть, нужно какое-то дополнительное еще образование иметь? Любой человек может пройти наше обучение. Например, сейчас у нас записались и старшеклассницы, да, которые желают заняться волонтерским движением у нас при фонде. Также у нас есть родители детей с инвалидностью сами, да, чтобы просвещать свое, можно сказать, ближайшее окружение, да. И также у нас есть педагоги, которые записались, которые непосредственно работают со школьниками. То есть мы приглашаем всех, кто интересуется этой темой, и ждем сегодня, запись тоже идет. А кто будет главными спикерами вот, в течение этих 2 дней? В течение этих 2 дней нашими главными спикерами будут я, непосредственно буду проводить саму теорию и практику проведения уроков доброты. Также у нас пройдет мастер-класс по ораторскому искусству от нашего руководителя инклюзивного театра «Маленький принц» Андрея Адамова. Послезавтра будет обучение от Веры Петровны Душкевич, которая является основателем нашего фонда. То есть тоже ее опыт глазами родителей, руководителя организации, да. И также будет обучение по паралимпийскому уроку. Ее проведет у нас Леонид Душкевич, сын Веры Петровны, который своим примером доказал, что, несмотря на диагноз, можно стать спортсменом и развиваться как личность. 13-14 числа уроки пройдут в очном формате. Также у вас еще будет школа Zoom. Да, у нас 13-14 пройдет обучение тренеров, а вот 15 мы желающих школьников приглашаем пройти онлайн-урок доброты, который пройдет на площадке Zoom, приуроченный к Международному дню белой трости. И всех, кто желает присоединиться к нашему уроку, просим записаться на наш колл-центр 705-887. Большое спасибо, Нургуяна. Действительно, это очень важная информация. Думаю, многие телезрители, которые смотрят нас, они как раз-таки уже отметили себе вот эту информацию на карандаш, ее взяли. Ну, большое спасибо, что в это утро вы пришли и нам об этом рассказали. Спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними актуальными новостями республики, России и за ее пределами. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. В Якутии торжественно забили первую сваю образовательного корпуса «Точка будущего». На 62 тысячах квадратных метрах расположатся детские сады, начальная и средняя школа, спортивные комплексы, а также коттеджный поселок на 15 домов для семей с приемными детьми и кампус с квартирами для учителей. Проект в республике будет реализован полностью на средства частного бизнеса. Инвестором выступает фонд «Новый дом». Первая точка будущего построена в 2020 году в Иркутске, и спустя 2 года второй образовательный комплекс начнут строить в Якутии. Кроме образовательной функции, комплекс будет выполнять и функцию ресурсного центра, где будут готовиться учителя и наставники для других точек будущего, которые будут строиться в других регионах страны. Выразить огромную признательность от всех якутян, конечно же, в первую очередь от детей Якутии, в первую очередь Жатая, Якутска, которые здесь будут учиться. И просто это огромный, знаете, человеческий, даже не социальная ответственность, как сейчас вот сказали, это на самом деле человеческий подвиг, потому что вот это и есть подход больших людей к развитию своей страны, к развитию образования, потому что это вложение в будущее поколение. И вот когда такие комплексы появляются у нас в Якутии, у нас в целом в стране, мы верим, что у нашей страны великое будущее.
Якутия сохранит шефство над городом Кировская в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в региональном министерстве по внешним связям и делам народов. Напомним, в конце мая Якутия взяла шефство над Кировским, а в июне было подписано соглашение о сотрудничестве. Республика помогает в восстановлении инфраструктуры города и его подготовке к зиме. Ранее региональные власти сообщали, что республика планирует оказывать помощь городу как минимум в течение 3 лет. Рабочая группа из Республики Саха-Якутия в городе Кировская Донецкой Народной Республики осуществляет работы по установке уличного освещения. А это монтаж 136 опор, протяжка СИП-кабеля и установка светильников. Все светильники являются современными, энергосберегающими и светодиодными. Поэтому жители города Кировская могут в темное время суток пройтись по светлым и освещенным улицам. Минобрнауки страны и автомобильный завод «Урал» планируют вложить 490 миллионов рублей в создание высокотехнологичного производства автобусов. Арктический автобус предназначен для организации безопасных перевозок пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера при температуре воздуха до минус 50 градусов, что обеспечит связанность территории арктической зоны России. По плану общая стоимость проекта составляет 490 миллионов рублей. Министерство науки и высшего образования вложит 240 миллионов рублей, а автозавод «Урал» еще 250 миллионов. В данное время изготавливается макет образца транспортного средства. Спасибо коллегам и доброе утро всем, кто присоединился к нам. Это «Утро Якутии». Сегодня 12 октября. Многие со мной согласятся, что в творчестве мы выплескиваем чувства и эмоции, которые переживаем. Известные авторы патриотических песен Лидия Глазкова и Алексей Калининский представили якутской публике новое произведение под названием «Российские орлы». Песню исполнил народный артист республики Александр Емельянов. На официальной презентации побывали наши коллеги. За Родину, за честь своей страны летят российские орлы. Поется в песне, написанной автором Лидией Глазковой и композитором Алексеем Калининским. Творческий союз представил публике песню, которая будет чувство патриотизма, поднимает боевой дух солдат и напоминает о том, чьи мы потомки. Как бы потребность такая написать, потому что у нас оказалось, что ребят провожать, кроме как под варшавянку, нету современной песни. И вот это наш, и его это гложило, и меня. И тогда я сказала, хорошо, я буду сейчас писать. Написала текст, он написал очень хорошую мелодию. И обратились мы к Александру Емельянову. А в свою очередь он сказал, я уже лет 8 мечтаю, чтобы кто-то написал патриотическую песню. И он так обрадовался и вот так вдохновился. Песню исполнил ведущий солист Государственного театра оперы и балета, народный артист республики Александр Емельянов. По его собственному признанию, он давно ждал песню, которая способна, как и в прежние времена, сплотить народы России. Я очень ждал, когда же напишут для меня, на мой голос баритона, песню, подходящую, патриотическую. Бог меня услышал, и ко мне пришло сообщение и слова этой песни от Лидии Юрьевны Глазковой «Российские орлы». Я сразу увидел, и название увидел, и сразу понял, все это мое. Патриотизм – высокое чувство, которое должно прививаться каждому человеку с рождения. Почувствовать гордость за свою родину, проникнуться нежными чувствами к ней помогают патриотические песни, считает автор песни, композитор Алексей Калининский. Это тоже наше орудие, которым мы выступаем на публике, ребятам нашим мобилизованным, которые едут на Украину защищать и честь, и славу нашей, и России, и нашей республики Саха.
Произведение станет негласным гимном для тех, кто любит Родину и готов встать грудью на ее защиту, уверены авторы. Она призвана объединить народы нашей необъятной страны и поднять патриотический дух. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Артем Алексеев, Якутск. За Родину, за честь своей страны, от унижений, что нельзя прощать, за дом родной, за детские мечты, летят орлы Россию защищать, летят орлы Россию защищать. Какое мощное объединяющее начало, поддерживающее единый дух патриотизма. Еще главное, чтобы наши дети видели и понимали, что мы стоим друг за друга, и мы единый народ. Наша задача – воспитать подрастающее поколение в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями. Одной из вспомогательных программ является проект «Пушкинская карта». Напомним, что карта призвана сделать посещение учреждений культуры доступными для молодежи. У нас в студии аналитик отдела координации электронных услуг Центра «Мои документы» Новгородова Вероника. Доброе утро, Вероника. Доброе утро. Расскажите, что такое Пушкинская карта? Кому она полагается? Пушкинская карта – это банковская карта, которая может быть выпущена в виртуальном формате, либо же в пластиковом формате. Она разработана в рамках Всероссийской государственной программы по популяризации культурных мероприятий. С 1 января этого года на карту начисляется 5000 рублей, которые можно потратить на поход в кино, театр, да, и так далее. Также хочу проинформировать, что деньги со счета списать нельзя, можно потратить только на покупку билетов. С какого возраста эта карта полагается? Ее можно уже оформлять. В каком классе можно находиться? Могут оформить Пушкинскую карту школьники и студенты, граждане Российской Федерации от возраста 14 до 22 лет. А также у них должна быть подтвержденная учетная запись. Учетную запись можно подтвердить, посетив центр обслуживания, например, в офисе Центра «Мои документы», предоставив паспорт и СНИЛС, либо же самостоятельно, если есть мобильный банк, в разделе «Услуги». Давайте разбираться. Культурные мероприятия – это очень хорошо, но на все ли можно как раз-таки воспользоваться услугой Пушкинской карты? Если это произведение художественной мировой литературы, постановка в театре, либо же это мюзикл. Разница есть? Есть разница, получается, в кинематографе, да, допустим. Можно сходить в кино на отечественные фильмы, которые созданы при поддержке Министерства культуры, а также при поддержке Фонда кино и региональных фондов. Можно также посетить, допустим, музей Ярославского, да, у нас в городе Якутске, художественный музей города Якутска, да, кинотеатры, вот Синема-центр, Лена, Центральный также вот показывают фильмы. И полный перечень всех учреждений, которые входят в эту программу, с ними можно ознакомиться в разделе «Афиша» приложения «Культура», «Госуслуги культура». Данная сумма номиналом в 5000 рублей, она пополняется ежегодно или до тех пор, пока эти средства не будут полностью использованы? Пополняется ежегодно. 5000 рублей, которые начислены на баланс, нужно потратить до конца года, то есть до 31 декабря текущего года. Допустим, получили карту в декабре, в начале 1 декабря, то до 31 декабря нужно этими средствами уже воспользоваться. Если не воспользоваться, они сгорают? Да. И с 1 января начисляется новая сумма? Да. Обязательно ли карту получать именно в электронном, в пластиковом формате, или же как раз-таки можно получить ее онлайн? Рекомендуем, конечно, получать пластиковую карту онлайн, так как эта карта, виртуальная карта, да, не требует взимания комиссии. А вот пластиковая карта, она, получается, выпускается в отделении Почта-банк. При очном посещении, да, нужно будет предоставить паспорт и СНИЛС и оплатить комиссию в размере 500 рублей. Что касается срока действия данной карты, вот, допустим, карта транспортная, она действует в период обучения, то есть с 1 сентября до 31 мая или до середины июня. Что касается карты Пушкинской, она работает в течение всего года, то есть даже в летние периоды.
Насколько я знаю, да, там есть срок действия карты, нужно будет уже уточняться при оформлении. А что касается выезда школьников в другие районы нашей республики или страны, можно ли также воспользоваться Пушкинской картой для посещения других мероприятий? Карта действует на всей территории Российской Федерации, поэтому, да, можно воспользоваться этой картой. Ну, это сравнительно недавний такой проект. И можно ли уже подвести какой-то итог на сегодняшний момент? Заинтересованность школьников, сколько у нас желающих ее получить, оформить? Желающих много. Мы осуществляем работу со школьниками, да. Бывали и выезды в школы, проводим информирование, раздаем буклеты информации. Да. Многие оформляют, да, студенты Пушкинскую карту, пользуются, входят в кино. Но конкретных данных статистики у нас нет, да, но мы знаем, что это очень востребованная карта, и школьники и студенты, они с большим рвением, получается, да, их получают, эти карты, и посещают культурные мероприятия. Что касается студентов, до какого возраста он имеет возможность оформления и использования такой карты? Карту можно оформить до 22 лет включительно. То есть, если студенту исполнилось 23 года, оформить карту уже нельзя. Какие-нибудь еще новые проекты, подобные Пушкинской карты, планируются ли в ближайшее время? В 2023 году планируется создание единого портала для школьников, студентов колледжей, для родителей и для учителей. Данный портал, он включает в себя сервисы, такие как электронный журнал, электронная библиотека, электронный дневник, чаты, видеоконференц-связи, да, курсы бесплатные для детей, для школьников, студентов. Да. И для того, чтобы зарегистрироваться и войти в данный портал, нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах, это для родителей, да, и чтобы в личном кабинете были указаны данные о ребенке подтвержденные. Также ребенок должен иметь учетную запись на госуслугах, если это даже ребенок, которому не исполнилось 14 лет. Достаточно лишь зарегистрировать ребенка, подтверждать учетную запись не нужно, если ему нет 14 лет. Здорово, это очень интересно. И вот последний вопрос по поводу Пушкинской карты. В случае утери, может ли кто-то другой ею воспользоваться? Воспользоваться другой человек ей не сможет, так как там прикрепляется фотография личная при регистрации в приложении мобильном, да, госуслуги культура. И при посещении культурных мероприятий обязательно нужно с собой взять документ, удостоверяющий личность, так как карта это именная и пропускает ее только с соответствующим документом, с паспортом. Ну, замечательно, но в случае утери, если что, ее можно заблокировать и по новой восстановить? Да, можно. Большое спасибо. Я думаю, многим нашим телезрителям, особенно школьникам, эта информация будет очень полезна. Тем более, что с этого года как раз-таки спектр заведений, которые можно посетить по Пушкинской карте, он значительно расширился, чем было буквально 1,5 года назад. Большое спасибо. До свидания. И, кстати, в 2024 году мы отметим 225-летие со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, великого поэта. Пожалуй, не было бы в мире страны, где не почтили бы память поэта. Воистину, во слово Пушкина и сбылось: мира ясный гений. Без Пушкиных и Романовых нет истории России. Ее всегда чтили в Якутии. Как же отметили 300-летие дома Романовых в 1912 году в Якутии? Заседания областного инородческого съезда были посвящены обсуждению именно этого вопроса. И в прениях выступило 23 лектора. Пришли к 3 выводам. Во-первых, соорудить памятник первому царю династии Романовых Михаилу Федоровичу. Во-вторых, издать книгу об истории Якутии. И в-третьих, учредить стипендии для учащихся и студентов низших, средних и высших учебных заведений. Остановились на 3-м предложении, а первые и вторые решили отложить до следующего съезда. Остановились на 3-м предложении, потому что они посчитали его именно
основанием для развития подрастающего поколения. Было решено обратиться к инородческому населению Якутской области с предложением производить ежегодный сбор по 5 копеек с ревизской души в течение 10 лет. По расчетам, эта мера должна была собрать в год 6 тысяч рублей. Оживленную дискуссию вызвало определение количества стипендий по учебным заведениям и их размер. Вариантов было много. Были те, кто настаивал на назначении стипендий только студентам юридического и медицинского факультетов. Что же касается других факультетов, как, например, физико-математический, то посчитали, что Якутии звездочеты не нужны. Будущий лингвист Семен Андреевич Новгородов, подчеркнув важность для развития экономики и культуры области подготовки физиков и математиков из числа коренных жителей, предложил конкретно не указать специальности. Съезд учредил 24 стипендии имени юбилея Дома Романовых сроком на 10 лет. На этом сегодняшний выпуск рубрики заканчивается. Отличного всем дня. До следующих встреч. Доброе утро всем, кто присоединился, всем, кто завтракает, приятного аппетита. А те, кто собирается на учебу и работу, будьте аккуратнее. С наступлением холодов растет количество уличных травм. Это ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать правила поведения при гололеде. Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях. Корпус при этом чуть-чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно. При падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой. Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекать проезжую часть следует исключительно по пешеходному переходу. Другую опасность в гололед представляют ступеньки. Если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль ступеньки. В случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в принципе. Готовьте малоскользящую обувь. Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоленту. Наклейки делайте крест-накрест или лесенкой. Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые руки вперед – переломом плеча или запястья. Поэтому постарайтесь сгруппироваться, прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на месте. Если травмирована конечность, то ее прежде всего нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку. Для этого могут быть использованы предметы, которые всегда есть рядом – доска, шарф или косынка. Для того, чтобы снять отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому, желательно приложить что-нибудь холодное. Снег для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься самолечением. Обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. Ну и, конечно же, друзья, переходя улицу даже по пешеходному переходу, смотрите по сторонам. Автовладельцы, а также пешеходы, будьте внимательны друг к другу. Ну и, конечно же, будьте здоровы. Также с наступлением холодов учащаются случаи вирусных и респираторных заболеваний. Насморк, кашель, общая слабость, что поможет, если болезнь начнет прогрессировать более стремительно. Большинство из нас всех думают, что в этом случае помогут антибиотики. И помогут они вероятнее всего. Но так ли это на самом деле? Являются ли антибиотики лекарством от всех болезней? Когда их необходимо употреблять, об этом нам расскажет наш доктор. Доброе утро!
Антибиотики – лекарства, предназначенные для лечения бактериальных инфекций. Назначать их может только врач. При этом важно строго соблюдать его рекомендации. В противном случае у бактерий развивается антибиотикочувствительность. Недолеченное заболевание вернется вновь, но антибиотики будут уже неэффективны, а лечение становится сложным и значительно повышается вероятность развития осложнений. Для снижения рисков развития антибиотикочувствительности достаточно следовать простым рекомендациям. Пропивать полный курс, даже если симптомы исчезли. Исключить самостоятельный прием, строго следовать показаниям для их назначения. Не принимать антибиотики при симптомах простуды и других вирусных инфекций. Строго соблюдать дозировки и временные промежутки между таблетками. Не запивать таблетки фруктовыми соками, газировками, молочными продуктами. Исключительно запиваем питьевой водой без газа. Как и любые лекарства, могут вызывать ряд побочных эффектов. Какие осложнения могут вызывать антибиотики и какие симптомы считать тревожными. Проблемы с пищеварением и диспепсические расстройства – одни из самых частых жалоб на фоне после приема антибиотиков. Большинство таких расстройств проходит самостоятельно, как только прием лекарств закончится. Стоит помнить про тревожные симптомы, при проявлении которых необходимо обратиться за помощью к врачу, а иногда и вызвать скорую помощь. Появление примесей крови в стуле и рвоте. Если при многократной рвоте и тяжелой диарее появляются симптомы обезвоживания и выраженные спазмы и боль в желудке, высокая температура тела. При появлении таких симптомов необходимо запомнить класс антибиотиков и в дальнейшем, если возникает необходимость снова назначать лекарства, сообщить о возникающих симптомах. При разных сочетаниях антибиотики могут усиливать действие других препаратов или же наоборот, а также привести к совершенно непредсказуемой реакции. Поэтому при назначении антибиотиков необходимо сообщить врачу о приеме других препаратов. Только врач может решить вопрос о замене или полном отказе от препарата. Аллергия и формирование побочных эффектов при приеме антибиотиков – не редкость. При проявлении тревожных симптомов врач может заменить препарат или рекомендовать отказаться от его использования в поисках других возможных вариантов лечения. Какая бы ни была погода за окном, друзья, самый большой совет и пожелание для каждого нашего телезрителя – это будьте здоровы. Берегите свое здоровье и делайте все для того, чтобы его улучшить. Вы это можете сделать с помощью посещения фитнес-залов и тренировок. И в эти утра мы разыгрываем вот такую вип-карту посетителя для посетителя фитнес-клуба «Сталь». Друзья, этой картой может обладать абсолютно каждый из наших телезрителей. Все, что для этого нужно, это просто указать причину, почему именно вы достойны того, чтобы эта карта была у вас. Вы можете написать нам в наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру 8 914 273 44 88. Присылайте свои ответы, убедительные, оригинальные, интересные, и мы будем оценивать. И, конечно же, в пятницу утром мы узнаем, кто же начнет с понедельника менять свою жизнь и пойдет в спортзал. Друзья, также вы можете использовать наши мессенджеры для того, чтобы поздравлять своих родных и близких с важными и значимыми для них датами. Также задавать вопросы нашим гостям и предлагать темы следующих эфиров и сюжетов. Будьте с нами на связи, потому что мы всегда рады, когда вы помогаете нам создавать настроение каждое утро. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Единовременные выплаты в 200 тысяч рублей направили первым 26 семьям, мобилизованных в республике. Средства выделяют в соответствии с указом главы региона о мерах поддержки семей, военнослужащих и граждан, исполняющих служебные обязанности в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Айсан Николаев подчеркнул, что выплата полагается не только семьям мобилизованных граждан, но и семьям добровольцев и контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции.
Депутаты Якутской городской думы приняли решение расширить перечень категорий обучающихся, которым предоставляется бесплатное горячее питание за счет бюджета города. Речь идет об обеспечении бесплатным горячим питанием детей военнослужащих, призванных на службу по частичной мобилизации и включенных в списки воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, детей военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также детей граждан, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих служебные обязанности с 24 февраля этого года. Более 380 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму более 2 миллиардов рублей закупит Якутия до 2025 года. Медицинские организации получат новые рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии, системы для ультразвукового исследования, эндоскопическое оборудование. Также были приобретены 5 единиц тяжелого оборудования. Компьютерные томографы поставлены в Щурапчинский, Горный, Тампонский, Усть-Алданский и Намский районы. Приобретение медицинского оборудования осуществляется за счет федеральных средств на условиях софинансирования в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Состоялось торжественное открытие 67 пространств регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Они появились в 34 муниципальных районах республики и в 3 школах Якутска. На базе начальной общеобразовательной школы номер 36, Дворца детского творчества и гимназии «Центр глобального образования». В рамках национального проекта образования в школах и профессиональных образовательных организациях произведен ремонт, появилась новая мебель, а также современное оборудование. Цифровая образовательная среда – это единое пространство для взаимосвязи участников образовательных отношений, где обучающиеся могут окунуться в мир цифры для повышения качества традиционного образования. Это дает возможность того, чтобы вести не только предмет информатики, но и другие предметы с использованием инструментов, ресурсов цифровой образовательной среды. И вот сейчас мы видим, что дети уже изучают современные цифровые редакторы, приложения, то есть такие практические инструменты для того, чтобы обладать цифровыми компетенциями. Сборная России, Беларуси и Казахстана по лыжному спорту и биатлону проведут сборы в Алдане. С 13 октября российские спортсмены под руководством старших тренеров Юрия Каменского и Олега Перевозчикова проведут тренировочные мероприятия на базе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Также 28 и 29 октября в Алдане пройдут соревнования по лыжным гонкам, в которых вместе со звездами отечественного спорта поучаствуют якутские лыжники. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Хорошего вам дня! Большое спасибо, Кристина. А я напоминаю, друзья, тем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто только проснулся, тем, кто ищет мотивации и не знает, что же такого сделать, чтобы оказаться в фитнес-клубе, я напоминаю, что мы на этой неделе разыгрываем абонемент в фитнес-клуб «Сталь», который может стать вашим. Все, что для этого нужно, это написать причину, по которой вы должны стать обладателем этого абонемента, отправить его к нам в телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру 8-914-273-44-88. И есть уже первые претенденты. Карта фитнес-центра должна быть моей, потому что учитель должен быть подтянут, здоров и бодр всегда. Ну, тут серьезная заявка на успех. Также есть еще одно сообщение. Данная карта должна быть моей, потому что я ждала знак Вселенной, что мне пора в спортзал. И вот этот знак на телеканале Якутия-24. Друзья, отправляйте свои оригинальные ответы, креативные, и в пятницу утром мы подведем итоги и узнаем, кто же станет счастливым обладателем абонемента клубной карты фитнес-клуба «Сталь». Двигаемся далее. Имя нерюнгринского педагога вписано в большую международную энциклопедию «Лучшие люди». Международный биографический справочник в этом году собрал информацию о людях, добившихся значительных успехов в области образования. Кто же удостоился стать лучшим из лучших, расскажет Ирина Лазаренко.
Большинство нерюнгринцев знает Алексея Наумова как общественника, готового делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей. В книге он представлен как педагог дополнительного образования детского сада «Энергетик», энтузиаст своего дела, профессионал с большой буквы в сфере образования и воспитания детей. Работая в образовании, он отдавался полностью процессу образования. И сейчас он работает с детьми. Вы бы слышали, как он говорит о том, что он усатый нянь, как он радуется, как меняется его голос, когда ты звонишь ему днем, а он с детьми, они вокруг пищат, это совершенно другой человек. То есть он вкладывает в это душу. Это человек, который достигает определенных вершин, стремлений и зажигает других. Также энциклопедия рассказывает о добровольческой деятельности Алексея и о его достижениях. Он был включен в состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи 2017 года и вошел в топ-300 волонтеров мира. Все его награды не сосчитать, но сам герой нашего сюжета говорит об этом скромно. Мы, может быть, даже не стоим своих наград. Мы же работаем не за награды. Мы работаем просто для людей. Мы работаем для своей республики, для своей страны. Для того, чтобы воспитывать детей, давать им возможность реализоваться в этой жизни. Вот для этого мы работаем. А то, что мы получаем награды, ну, они есть. Приятно, но не более. Потому что, ну, единственное, что, конечно, попасть в число тех людей, чьи имена будут отражены в этой энциклопедии, конечно, это здорово. А так это просто благодарность за труд, я считаю, не более того. Это уже 22-й том большой международной энциклопедии «Лучшие люди». Во все времена опорой и истинным достоянием любого государства были и остаются люди, достижения которых способствуют процветанию и росту международного престижа страны. Именно таким, как Алексей Наумов, в том числе и посвящен выпуск «Лучшие в образовании». Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для реализации поставленных задач правительством Российской Федерации разработан комплекс мер государственной поддержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. 13 октября на базе регионального центра компетенции в сфере производительности труда республики состоится супервизия «Фабрика процессов». Что это такое, нам сегодня расскажет гость нашей студии Егор Петров, руководитель регионального центра компетенции в сфере производительности труда республики Саха-Якутия. Егор, доброе утро. Доброе утро. Вот теперь давайте на понятном языке разговаривать. Что это такое? Что такое «Фабрика процессов»? Давайте начнем более с общих вещей. Что такое национальный проект «Производительность труда»? Национальный проект «Производительность труда», как вы сказали, действительно на 5% в год должен помочь повысить производительность труда на предприятиях путем внедрения технологий бережливого производства. Так? Бережливое производство — это концепция управления, основанная на идеях производственной системы компании Toyota, которая сводится к тому, что надо производить как можно больше качественной продукции, затратив как можно меньше усилий, времени и каких-то ресурсов. Но при этом, чтобы не страдало качество, но увеличилось время на отдых. Ну, можно так сказать. Вот. И, в общем-то, наш региональный центр компетенции занимается тем, что мы внедряем данное бережливое производство на предприятиях республики. Бережливое, что оно под собой подразумевает? Берегут сотрудников или время сотрудников? Берегут, все берегут. И время сотрудников, и самих сотрудников, потому что там есть такие понятия, как безопасность, качество продукции. Там есть, да, вредность, конечно, это входит все в безопасность. А что такое фабрика процессов? Фабрика процессов — это учебно-производственная площадка для предприятий-участников национального проекта, на которой их сотрудники могут в реальном производственном процессе почувствовать, что такое бережливое производство на практике. Фабрика процессов длится один день. В этот день происходит 3 смены, 3 игровых смены. И в течение каждой смены, получается, сотрудники как бы работают на производстве в рамках фабрики и внедряют свои улучшения.
Так? Они как их внедряют? По какой-то определенной системе, с которой они заранее ознакомливаются, или по наитию, по интуиции? Ну, так как это предприятия-участники, они уже, в принципе, более-менее в курсе. Фабрика процессов происходит не в первый день участия. Мы им даем теоретическую базу. То есть участники уже более-менее в курсе. Ну и в рамках самой фабрики мы также даем небольшую теоретическую базу. Так? Вот это фабрика процессов, кому она подойдет, эта программа обучения? На самом деле фабрика процессов, мы говорим, что это для предприятий-участников, но она подойдет абсолютно всем. У нас были как наши предприятия-участники, так и коллеги из Северо-Восточного федерального университета, так и коллеги из органов власти. В принципе, все оказались заряжены. Естественно, это производство, да? Не у всех у нас есть производство, но сама идея, суть фабрики в том, чтобы научить человека, даже не научить, а, наверное, передать человеку мысль о том, что бережливое производство нужно и важно. В том, что любые улучшения, они каким-либо образом влияют на его производство, на его рабочую жизнь. А достаточно ли того самого одного дня для того, чтобы одну систему, производство, которое раньше работало по одним стандартам, по одному стою, по одному времени, и потом она переключилась на другую программу работы? Эффективно ли это? Достаточно ли одного дня обучения? Для того, чтобы переключить систему с одной системы производства на другую, одного дня, естественно, недостаточно. Для этого недостаточно и 3 месяцев. И полугода бывает недостаточно. Но задача фабрики — зарядить членов рабочей группы предприятия-участника, показать им вот эту идею, вот эту концепцию бережливого производства, чтобы они уже заряженные пошли реализовывать проекты на свои предприятия. Предприятие можно взять абсолютно любое? Предприятия-участники национального проекта должны соответствовать 3 основным критериям. Какие? Во-первых, это выручка от 400 миллионов рублей за предыдущий год. Во-вторых, они должны относиться к базовым несырьевым отраслям. Например? Это у нас 5 отраслей: сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, обрабатывающее производство. Ну и третий критерий — это доля иностранного капитала в уставном капитале не более 50%, но с этим у нас в республике каких-то вопросов нет. А видите ли вы какой-либо мониторинг, как фабрика процессов, она влияет на те предприятия, с которыми уже они проводили обучение? Да, мы же с этими предприятиями работаем. Вот. И после того, как сотрудники этих предприятий приходят к нам на фабрику, мы в дальнейшем видим положительные какие-то изменения, динамику, как сотрудники меняются после фабрики, меняется их мышление немножко. Они уже не говорят, что типа да зачем, это не нужно, бережливое производство это непонятно. Они уже более заряжены, более готовы идти и реализовывать проекты. Это дополнительное сопровождение тех предприятий, которые у вас уже проходили обучение, оно длится в течение какого-то времени, как гарантийный срок, может быть, 3 года, 1 год, или же это пожизненное сопровождение? Вы всегда с ними будете в дальнейшем на связи? Проект в целом длится 3 года. Он разбит на 3 этапа. Первый этап — это 3 месяца участия в проекте, первые 3 месяца. Диагностика, когда мы вместе с предприятием, наш сотрудник на предприятие ходит 3-4 дня в неделю и вместе с членами рабочей группы предприятия ходит и смотрит, как производится продукт от начала до конца. Ищет проблемы, ищет потери вместе с сотрудниками предприятия, и затем разрабатывается план мероприятий по устранению вот этих проблем. Второй этап — это уже стадия внедрения. Следующие 3 месяца уже предприятие на более самостоятельной основе этот план мероприятий реализует. Наш сотрудник приходит 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, извиняюсь, и координирует, контролирует, как исполняется этот план мероприятий. Если надо, где-то помогает, если надо, где-то там что-то они подкручивают. И третий этап — это 2,5 года следующее, когда предприятие уже на самостоятельной основе, без нашего участия, инициирует проекты и начинает их реализовывать. Так? При необходимости они нам, конечно, могут написать, позвонить, мы придем и поможем. Данное мероприятие пройдет 13 октября, то есть уже завтра.
Ну, это не прям мероприятие, на самом деле, Мгм. это супервизия нашей фабрики, это как бы контролирует качество нашей работы. Егор, для тех, кто смотрит наш эфир и только узнал о такой замечательной возможности, где можно дополнительно посмотреть всю необходимую информацию? Могут ли также принимать участие в супервизии предприятия нашей республики, не только города Якутска? В общем, где можно посмотреть и узнать более подробно? Всю информацию о национальном проекте, условия участия, порядок участия можно узнать на сайте производительность.рф. В целом я бы рекомендовал всем предприятиям и всем работникам, вообще независимо от того, где они работают, в какой отрасли, зайти на этот сайт, зарегистрироваться, потому что это, во-первых, ни к чему не обязывает, а во-вторых, там есть достаточно большая база лучших практик, методических материалов, какие-то типовые решения. Очень интересное место такое. Мгм. Большое спасибо, Егор. Я думаю, для многих предприятий, сотрудников и тем, кто сейчас собирается на работу, эта информация будет очень полезной и, конечно же, в дальнейшем повлияет на то, как сложится их сегодня трудовой день. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Ну, и еще более полезная информация тем, кто из дома только собирается выходить. Информация о погоде на сегодняшний день. По данным Якутского гидрометеоцентра, в городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила -4 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают, что в городе Якутске день пройдет без осадков. Ветер подует юго-восточный с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Также прогнозируется гололедица. Температура воздуха в течение дня -1, +1 градус. Наш эфир подходит к концу, и я надеюсь, что он был для вас очень полезен, тем более, что мы с коллегами постарались сделать все, чтобы наполнить его самой полезной и актуальной информацией. Берегите свое здоровье, внимательны на дорогах. Конечно же, смотрите под ноги, когда идете, и не забывайте мечтать и участвовать в нашем конкурсе. А утром мы завтра с вами встретимся здесь же, на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. Всем до завтра!